неділю Великого посту. Сьогодні у Євангелії почули, як Христос в присутності трьох апостолів, трьох своїх учнів переманив своє обличчя. І просимо сьогодні другу неділю Великого посту, як милосердний Бог, так само дал нам ласку, как мы могли переменить не только свое обличие, но и само свое сердце, как могли переменить свой способ мышления, как мы старались развить, как мы из нашего людского мышления переменились у мышления Божия, как справді мы стали годными носить имя християн. А подчас святої мши будемо просити милосердного Бога о потребной ласке Божией, о опеку Матери Божией для усей нашей парафии. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как осветил эту воду, якою мы будем окроплены на воспоминание нашего росту. Нехай это поможет нам заставаться верными Духу Святому, якого мы примем в сакраменте росту. Усемогутний вечный Боже, да пожелал как раз воду, яка является границей життя, и служит для очищения, были очищены так само наши души, и отримали дар життя вечного, просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем усумацевать на Твой день памяти, обнови у нас животворчую границу Твоей ласки, и оборони нас от усилякого зла, якое угрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое служение, прос Христа Пана нашего. Это означает, что это наружная наша
показывая, что есть у нас внутри. Что так сапраўды паскоры скрываецца, што ёсць у нашым сердце. И, дорогие братья и сестры, когда мы чули сегодняшнее Евангелие, то что сталося с Иисусом? Ничего складного, просто Иисус показал на твари то, что было у Его внутри, что Я носил в своем сердце. И, дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие нам рассказывает, оповедая историю, как Христос перед тремя своими лучшими, Петром, Яном и Яковом, показал то, что было у Его на сердце, что было у Его сердце. И, дорогие братья и сестры, наша задача как христиан иметь просто обернуться с усих сил, как наше сердце было чистое. Как когда люди благодарят наш фар, как и Он наш фар просто променял, как в очи нас были светлые, как в очах была такая искринка Божьей любови. И она будет только тогда, когда мы будем эту искринку иметь в нашем сердце. Якби не шукайте дух чудов, что Бог будет нас перегонять с нашим гнилым сердцем. Этого не произойдет, этого не станется. Когда мы не будем наше нутро менять, наша тварь завсёды будет изгорать смутной. Мы завсёды будем иметь некие хитрые ложи. Мы завсёды будем говорить со смутным тваром. В улыбке, усмешки нашего твара не будет. Когда не будем стараться изменять наше нутро, наше сердце. И, дорогие братья и сестры, чистое сердце Богу не подобается. Один речь, которая Бог излагается, это про чистоту, про чистость нашего сердца. И за это идется правду борьба, как мы, христиане, имели чистое сердце, и Богомиление подобается. У истории царя Давида был таким образом, когда он уже шмат народу подбил, когда справді Ягоне королевство, оно квітнело на дрожжах. И он пришел до такого момента, до такой думки, что, Господи, я живу у Кедровом дворце, а Твоя скиня живи в неким шатре, в неким палаце. И он пришел и стал перед Богом и говорит: Господи, я хочу начать будовать Твой храм. Господи, я хочу побудовать Тебе храм. И у книги про Парменон есть такая молитва, когда Бог стоит когда царь Давид стоит перед Богом и молится и просит Бога, как Он дозволил ему побудовать храм для самого Бога. И когда он молится, там есть такие слова: «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». И он свою молитву починает этими словами: «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». И он потом Давид притягивает свою молитву, свой народ до всемогущего Бога. Помните, дорогие братья и сестры, что Давид, он добрая веда. Что такое веда? Веда – это же целый опыт, это досвід, который Давид отримував справу годами. Это слово Давид пишет не в молодом возрасте, далеко не в молодом возрасте. И он уже целый опыт нам и ему подсказывает, что Господи, Ты верен, любишь людей с чистым сердцем. Ты любишь чистое сердечие. И вот он, починая эту молитву, и он дает такие слова: Господи, когда я ахвяровал на Твой храм шматликие сродки, то я бачу такую речь, что люди за радостью так само почали ахвяровать сродки на этот храм. И Давид подкресливает, что когда я с чистым сердцем почал ахвяровать сродки на будовництво этого храма, то люди так само с радостью, я подкресливаю слово «за радостью», почали будовать и давать сродки на будовництво этого храма. Ось помните, дорогие братья и сестры, як голова народа, як голова семьи, як голова трудового коллектива, має великий вплив на своих подначальников. Як чистое сердце начальника має вплив на чистоту сердец своих подвладных. Вот, дорогие братья и сестры, треба завсёды просить милосердного Бога: Господи, дай чистое сердце нашему начальству, дай чистое сердце батьку нашей семьи, дай чистое сердце наставника, который працует в школе, дай чистое сердце святому, который працует в нашей парафии, дай чистое сердце неверным, войску нашему начальству.
Господи, дай чистое сердце Ты, кто стоит над нами. Я, дорогие братья и сестры, это мой великий уплыв на подначальник, когда начальство мое сопроводы чистое сердце. Дали, когда Давид живе, то ведом, что его на житті у такий момент, коли он совершил с Версалии, а так само забили мужа. И вот после такого серьезного греху Давид пишет 50-й псалм. Псалм, который наполнен великим болью. Псалм, яким Давид просит Господа Бога, как он сразу все его грехи, как он его водой чистил. И вот, дорогие братья и сестры, в этом псалме есть такие водой, когда Давид просит милосердного Бога. «Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Но вот что, дорогие братья и сестры, он просит не просто чистое сердце, а так само дух правый для своего сердца. Потому что, дорогие братья и сестры, есть такое маленькое правило, что когда мы сами внутри гнилые, то мы по-новому будем говорить на наших людей. Когда мы внутри злые, то будем со злостью говорить на других людей. Когда мы воры, то будем людей подозревать в воровстве. Когда мы блудники, то и будем людей у блуде подозревать. Вот то, что есть во мне, так и буду есть на наших людей. Я просто споткал такие записки, такую корреспонденцию матери Федора Михайловича Достоевского, когда она переписывается со своим мужем, с батьком Федора Достоевского. И это такие, видите, это такие листы, наполненные великим болью, великим жалью. Это листы эмоциональные. И когда читаешь эти листы, бачно, что батька обвинувачивает свою подозрение свою жонку у измене. И она ему описывает, что я николи косо полетела душа мужчины, я николи дух не изменила. У моего сердца нема ни грамма подступу к чистоте. И независимо на это, батька Федора Достоевского все равно оскарживает свою жонку. И потом приходит такой момент, я читал биографию, что мать Достоевского заболела пошла на чехотку на нервной почве и померла. Оказывается, что батька сам великомостно изменил свою жизнь. И як его сам робил, так и оскарживал свою жонку. Вот то, что было в его сердце, то он и выливал на свою жонку. То есть, дорогие братья и сестры, когда мы будем иметь чистое сердце, то и по-чистому будем говорить на людей. Когда мы будем сами иметь чистое сердце, то не будем подозревать людей, у них все нехорошо. Не будет в нашем мышлении такой шизофрении. Вот за то, что надо, дорогие братья и сестры, соправды стараться наткнуться у чистоту сердца, как в очи нашей чистоты. Что является таким определителем чистоты сердца? Это мое сумление. Это мое сумление. И когда, дорогие братья и сестры, мое сумление осквернено, то я не буду иметь чистое сердце. Когда мое сумление не осквернено, я буду иметь чистое сердце. Вот захочу, дорогие братья и сестры, стараться во всех разных ситуациях нашего жизни, стараться шукать покой и сумление. Супокой и сумление является гарантом моего избавления. Супокой и сумление является гарантом моего избавления. О листе до Тимофея апостол Павел говорит такое слово: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергшие потерпели как крушение в вере». Имея веру и добрую совесть, такой нюанс, который некоторые отвергшие потерпели как крушение в вере. Апостол Павел говорит, что початком крушения в вере является что? Нечистая совесть, неспокойная совесть, неспокойное сумление. Вы захочешь, надо, дорогие братья и сестры, сразу всех сил и гнуться до спокойной совести. Как справды, некоторые важные вещи относятся на Бога, как иметь спокойную совесть. Человек вера возрастает, и приходит такие моменты, такие моменты, когда человек начинает роздавать правую руку от левой, начинает роздавать, как профессор скажет, зло и добро. И вот когда мы начинаем это делать, что роздавать зло и добро, то мы вымушены выбирать.
И люди очень часто насилуют свое сумление, как только тринадцать людской логики, как только бесподобными наешь, как только не нарушается, не быть белой вороной. І вірите, дорогі брати і сестри, харизматики, з якими я розмовляю, як я моцно бачу, як ми насилуємо нашу совість. Наша совесть часто просто изнасилована. Наша совесть очень часто осквернена. Что такое оскверненная совесть? Оскверненная совесть – это совесть, которая пытается оправдать скверну. Оскверненная совесть – это совесть, которая пытается оправдать скверну. И, дорогие братья и сестры, очень часто мы ходим с такой оскверненной совестью. Мы надо призвучаемся. И мы надо думать, что это уже норма. Ну, все так ходят, все так поступают, все немножко крадут. Я уверен, успешился, когда мой сябр с моей родной парафии не так давно сказал мне такую вещь. Видишь, что заложаю у своих житий такие наступства проповеди отца Александра. И он в простоте вельми часто пентнует, когда, например, парафіяни нечто выносят с фабрики, когда нечто обманывают у именинников там добра. И он кажет, что мой сябр кажет, что столько разов мы это чуем на проповеди, столько разов это проходит через наше ухо, что я уже соправды не могу подманывать. Я уже соправды не могу с фабрики нечто выносить. Просто мне сумление мое не дозволяє. Ось, дорогі брати і сестри, часом не так само говорите, що треба кожен раз об этом раздать, кожен раз об этом напоминать, как наше сумление должно реагировать, как немножко оздоровить наше сумление. Захочешь, дорогі брати і сестри, когда я могу трошечку пробуждається, не давить, не женить его, нехай оно нас внушает, нехай нас внушает нас думать, нехай змушає переосмыслить наши учения. Как не ходили мы с такой ведицей, как мы не ходили с такой насилованным сумлением. Почему? Потому что это гарант нашего спасения. Спокойное сумление – это гарант нашего спасения. Нехай сегодняшнее Евангелие заохотит нас задуматься, где соправдыло мое чистое сердце. Что наше сумление подсказывает? Маю ли я у сердца чистоту тени? Соправды ложусь я спать с чистым сумлением тени. Нехай сегодня это старание, которое описывает Евангелие, заохотит нас над этим другими задуматься. Как отдельная речь, якую мы вельми змагалися у этом великом посте, это именно о чистоту нашего сердца. Как соправды, когда прийти свято воскресения Христа, ему с чистым сердцем его сердце принять. Как я ему сказал, Господи, мое сердце говорит унисон с твоим сердцем. Это видите, например, есть пианино и гитара, да? И мы нажимаем я так разумею, что нажимаем на одну клавишу, так? И на одну струну. И вот звук пиано и звук гитары мы стараемся подогнать под один унисон. То есть так, дорогие братья и сестры, наше сердце повинно быть сердцем Бога. Когда Божье сердце чистое, то мы повинны его равняться. Нехай сегодняшнее Евангелие заходит нас на это, менять наше житие под узор Божьего сердца. Аминь. Вера в Бога, Отца всего, Створителя неба и земли,